Здравствуйте. В эфире программа «Аргама». У нас в гостях председатель Службы государственной безопасности Республики Абхазия Роберт Витальевич Киут. Здравствуйте, Роберт Витальевич. Даже не верится, что вы согласились на такой телевизионный эфир в таком формате. Спасибо, что согласились, спасибо, что пришли и отвечаете сегодня на наши вопросы. Я думаю, что некоторые вопросы, очень важные, они на государственном канале, наверное, прозвучат сегодня впервые. Насколько у службы государственной безопасности много работы? Касаемо вашего вопроса, хотел бы сказать следующее. Конечно, граждане будут всегда интересоваться, где находится служба государственной безопасности. Она всегда должна находиться, наверное, в тени. Ее работа должна быть видна практически, но в то же время ощутима безопасностью для наших граждан. Служба государственной безопасности на сегодняшний день на самом деле очень загружена своей работой. Это множество направлений, которые входят в компетенцию органов государственной безопасности. Это в том числе как и борьба с терроризмом, организованной преступностью, экономическое направление, контрразведывательное направление. Как видите, за последнее время есть определенные результаты в этом деятельности. Да, и, соответственно, сотрудники службы, не покладая рук, занимаются обеспечением безопасности государства нашего. Работы стало больше за ваш период времени? Работы всегда было много. Сказать, что сегодня стало больше или меньше, такого нет. Все зависит от того, какую динамику мы задаем, какие вопросы стоят сегодня перед нашим обществом, что необходимо им, соответственно. Да. За последнее время, скажу вам так, ключевое, наверное, достижение в целом, это, конечно же, что мы сумели достичь полного взаимодействия между правоохранительными органами. Это первая задача, которая была поставлена. Это у нас замечательные сегодня отношения с органами внутренних дел, прокуратурой и другими, судебным корпусом. Самое главное, что мы друг друга слышим, понимаем. И это дает результат. Я могу сказать, что существенно улучшили криминогенную обстановку, как видите, в стране. Спасибо, Роберт Витальевич. Вместе со мной сегодня эту передачу ведут мои соведущие Дарья Гористава и Гугуца Варданя. Пожалуйста, задавайте вопросы. В это напряженное сейчас в мире время, и у нас поблизости, в общем-то, происходят разные события. В плане оборонной безопасности, наверное, во взаимодействии с Министерством обороны и другими службами, об этом, что можно рассказать? Нет, конечно, можно. У нас, в принципе, в рамках этого года была проведена существенная работа в рамках обеспечения обороноспособности страны. Мы провели учения резервистов, то есть выходцев из наших специальных подразделений. То есть это, скажу вам так, что это были солдаты-срочники, проходившие службу там за какой-то период времени. Мы их призвали. На этом этапе мы призвали порядка 150 человек. Мы в дальнейшем уже планируем провести порядка 300 и выше человек. Помимо этого у нас сейчас в сентябре планируются очередные учения. Помните, у нас в феврале месяце проводились учения в центре города Сухум. Это с привлечением, конечно же, наших коллег из Российской Федерации. Мы совместно провели такого рода учения. Были проведены впервые, чтобы вы понимали, и они показали свою эффективность. Мы сумели отработать слаженность в определенных направлениях. Мы являемся частью вооруженных сил Республики Абхазия. Конечно же, у нас есть специальные подразделения, которые выполняют отдельные задачи, но в период войны, конечно, они должны выполнять те задачи, которые необходимы. Скажу вам так, что мной была поставлена задача по изучению боевых действий, проводимых на территории Украины с сегодняшним днем. То есть это специальная операция, куда направлялись мои сотрудники в командировку, изучали стилистику боя, там много-много другое. В этом плане постоянно ведем работу такую. В продолжении этой темы по борьбе с диверсиями, может быть, при диверсии, где используют маленький коптер, который есть у нас на телевидении, там, как мы готовы бороться с этим? У нас с этим я могу сказать, что на самом деле, пока, чтобы говорить о том, что мы прям фиксируем все наши полеты и все остальное, это очень важный вопрос, очень нужный, потому что мы видим, что они могут делать сегодня на практике. И, соответственно,
В этом направлении тоже определенные мысли имеются, соответственно, я думаю, мы их будем реализовывать. Специальных технических средств и всего того, чтобы бороться с этим, да, вот, их критически не хватает. Но мы стараемся сегодня организовать взаимодействие с нашими коллегами. Мы соответствующие запросы отправили на техническое оснащение, в том числе и на борьбу с такого рода действиями возможного противника. Недавно появилась карта-схема федеральной территории Сириус, так называется. Да. Значит, вы, наверное, видели эту карту, и в эту территорию федеральную входит село Аибга. Нас, правда, это ошарашило, но пока каких-либо комментариев вообще ни с чьей стороны не было. Погранотряд наш находится в том районе. Как выглядит сегодня вот граница, которая, в принципе, не утверждена? Касаемо данного вопроса, я могу сказать, что буквально недавно мне тоже поступили такого рода карты и все остальное. Это приводит, конечно, в удивление, что как-то не согласованно это все может быть обозначено. Тоже я вам скажу следующее, что территория села Аибга, именно идет в ряде участков этой территории, она сегодня в таком подвешенном вопросе, то есть, как бы, состоянии находится. То есть, как бы, ранее была действующая комиссия, которая так и не смогла определить эту принадлежность этой территории. Но скажу вам так, в настоящее время наш пограничный пункт размещен вблизи этого именно непосредственно населенного пункта. Совместно с российскими коллегами мы проводим постоянные рейдовые мероприятия там. В свете всех вопросов и событий, которые возникали вокруг этой территории, мне неоднократно приходилось общаться со своими коллегами, представителями различных ведомств Российской Федерации, где некоторые утверждают, что там наши утверждают, что вот все, там чуть ли не россияне забрали эту территорию. Но скажу вам так, что этот вопрос сегодня на повестке дня не стоит. И, соответственно, считаю, что его нужно решать путем создания той же самой, возобновления работы той же комиссии. И потому что, если вы знаете, у нас в настоящее время создана комиссия по делимитации, демаркации государственной границы. Мы сейчас этот вопрос также но люди включен. Взбудоражены, вы же понимаете, согласен, что люди ничего не согласовано, не решено, комиссия не работает, и в то же время в официальном документе, это же не фейковый какой-то материал, я так понимаю, карта-схема, которая распространилась, появляется такая информация. Что на фоне любых событий происходят провокационные вещи. На фоне любых событий. Ну, провокацию кто обычно делает? Тот, кто, как говорится, скорее всего, недружелюбно настроен наш адрес, может быть. Ну, карта, схема, вы считаете, что это может быть еще и неофициальным документом? Это может быть подложным документом? Я вам скажу так, что я официально этот документ, я не видел, чтобы он был официальный. Это также та информация, которая попала к нам в соцсети. Я хочу утвердительно сказать, что наша позиция, она достаточно убедительная, что должна быть для всех. Территория Аибги – это исходная территория Республики Абхазия. Борьба с наркотиками. Вот какая работа в этом направлении сейчас ведется? Буквально с начала года существенная работа была проведена нашими сотрудниками. Был пресечен целый канал поставки сюда наркотических средств. Порядка около 12 человек из этого, как говорится, включительно организатора, были задержаны, привлечены к уголовной ответственности. Был также выявлен источник происхождения этого, как говорится, наркотического канала. И, соответственно, он находится за рубежом, но нам прилагаются все усилия для того, чтобы достать до него. И, соответственно, как говорится, да, вот буквально на днях тоже впервые, наверное, так скажем, обратился к нашим узбекским коллегам для оказания помощи. Надеюсь, что у нас этот контакт получится и, соответственно, мы сможем получить какой-то результат. Потому что ранее у меня была тоже встреча с официальным представителем служб, таких же служб, как у нас. Там же также, кстати, называется служба государственной безопасности. С ним была встреча,
в Абхазии здесь ряд договоренности были, ну, как бы в рабочем процессе. Вот скажите, откуда больше идет наркотиков? С востока или со стороны России? Касаемо откуда идет основной поток наркотических средств, конечно, идет со стороны Российской Федерации. Потому что у нас там границы, которые сегодня работают в полном объеме. И вы понимаете, это, скорее всего, вот мы задерживаем много раз людей на границе, и все различным способом пытаются утаить и провести на территорию республики. После чего путем тайных закладок все это осуществляется, соответственно, после этого, как говорится, продается электронным способом. Уже человек, который продает, он на территории Абхазии фактически не находится. Он заблаговременно закладывает, после этого уже начинает распродажу. Везде одновременно наши сотрудники быть не могут, поверьте мне. Просто наши граждане многое видят, но, к сожалению, не любят говорить. Вот если своевременно они доводили до нас сведения о том, что они увидели там подозрительного ли человека или кого-то там, который, возможно, этим занимается, мы же можем просто проверить. Спрос уменьшить. Да, конечно, мы все должны вместе с этим бороться. Очень важно, какая работа проводится на границе, чтобы наркотики через границу сюда не шли. Если нет заинтересованных людей, может быть, даже чиновников в каких-то кругах и так далее, эти наркотики сюда не пришли. Или скажите, пожалуйста, почему наркотики со стороны Грузии сюда не идут? Вот это странно. Не странно, а как вы объясните, что оттуда нет наркотиков? А я вам объясню, почему. Да. Потому что вот в основе наркотический препарат, который у нас здесь употребляется нашими наркоманами, это метадон. Да, метадон, да. Который производится также, в том числе, на территории Российской Федерации. Да. И сюда засылают людей. Вот в Грузии прислать человека, который это будет закладывать, это очень сложно, согласитесь. Присылают, приезжают те же самые туристы, под видом туристов. Ну, вот кого мы ловим, посмотрите, вот кого мы ловим, ловим людей, которые впервые даже в Абхазии бывают здесь. Молодые люди, студенты, различные такие нуждающиеся люди, которые попадают в эти сети. Они даже не знают, куда они едут, они не знают, зачем они едут. Хорошо. Они не знают, скажите, какие у нас статьи, все это организовывается еще на территории России. Да. Они же там организовывают этих людей, закладчиков находят и так далее. Все. Вот скажите, граница не может отсеять вот этих людей, профильтровать? Вот и касаемо границы, я вам скажу следующее, что это очень сложно. На границе мы проводим мероприятия. Вы знаете, сколько раз мы задерживаем. Как, если точечно не знаю, что человек именно вот этот выявлен, и он его везет, сегодня у нас пересекают границу, чтобы вы понимали, большое количество людей. В настоящее время у нас, мы все Нам должна российская граница помочь, понимаете? Одна наша граница. Вы знаете, как тщательно каждого проверять практически невозможно. Но все-таки, когда есть большой спрос, бороться с этим очень сложно только вот в одном направлении. Наверное, надо подойти еще и с другого направления, как-то уменьшить спрос внутри у нас. То есть это воспитательная работа. Или... Если позволите, воспитательная работа навряд ли поможет. Да. Навряд ли поможет, потому что мы трудно воспитываем, иногда бывает, особенно наша молодежь. Но я вам скажу следующее. Наверное, скорее всего, для решения данного вопроса необходимо применить определенную методику, хотя бы лечения их. Вы сказали о том, что криминальная ситуация намного в республике улучшилась. Если можно немножко детализировать, в каком плане, где, вот в каком аспекте? На самом деле в корне изменилось многое, именно в плане работы ОПГ, отдельные преступные, так скажем, деяния, особо тяжкие преступления, которые фиксировались на территории Республики Абхазия. Это в первую очередь могу отметить такие преступления, как похищение людей, существенно уменьшили этот вид преступления, даже, можно сказать, в какой-то мере даже искоренили, можно сказать. Почему? Потому что за вот эти 2 года было всего 2 похищения человека. А есть объяснение этому? Это вот работа так построена правоохранительных органов, да, там МВД, СКБ и так далее? Скорее всего, объяснение, знаете, какое может быть? Неотвратимость наказания. Это первое объяснение. Ну, а где мы показали, что есть неотвратимость наказания? Кого мы наказали? Ну да, все участники, которые по этим 2 преступлениям были выявлены, по одному все участники сидят. Вследствие материала есть. Это похищение в Гудовотах, если помните, было такое. Гражданин Анкваб похищали. И был случай в Гальском районе. Я вам скажу так, что даже несмотря на то, что
группа, которая совершила это преступление, прибыла с территории Республики Грузия, осуществила похищение, похитила человека на территорию Грузии. Но в то же время наши службы сумели выявить, установить участников этого преступления, что позволило в итоге высвободить его на территорию Грузии и вернуть его сюда. Еще много вопросов, но один из вопросов, который имеет большой, скажем, такой общественный запрос, это вопрос об анонимах. Вопиющие вещи можно читать в наших социальных сетях. И вот интересно, что вы думаете? Мне кажется, что об анонимах у вас больше информации, чем у нас. В этом направлении служба государственной безопасности непосредственно, чтобы вы понимали, это наша работа, и мы провели существенные мероприятия, были существенный у нас прогресс в этом имеется, но до достигнутого никто останавливаться не собирается. Если некоторые анонимы, которые достаточно активно участвовали в нашей жизни, как-то исчезли с эфира, то, наверное, это тоже какие-то заслуги службы госбезопасности. Когда, говорит, вы сперва спросили такой вопрос, задали, где находится служба, чем она занимается. Немногое то, что делает служба, может быть дано огласке. Вот вы поймите, когда выявлен аноним, да, вот это, конечно, за этим анонимом стоит лицо. Аноним, который написал очень много гадостей там, в отношении личности. Уже там уже идут определенные личные, так скажем, да, вот, как говорится, почти до мести, да, вот если довести, что могут, мы понимаем, что вот, могут с ним расправиться. Вот, пример этого уголовного дела, можно на нем говорить, что как себя люди повели, как появились защитники, непонятно кто такие, зачем все это происходило, мешали проведению следственных мероприятий люди. Появились люди, заинтересованные в обратном, так скажем, да, вот, в том, чтобы наказать этих людей. Мы этого ни в коем случае не должны допускать. Мы не должны допускать, чтобы на фоне всех этих процессов люди имели возможность перейти в какую-то конфронтацию между собой. И пытаемся эти вещи прикрывать. Уже я считаю, что достаточно хороший фон у нас есть по сравнению с прошлыми годами. Уже люди как-то осторожнее себя ведут. Вот законодательной базы достаточно вот для того, чтобы наказать людей, которые позволяют себе клевету, которые публично делают заявления, в том числе и вот в интернете. По данному вопросу у нас законодательной базы недостаточно, потому что это все, так скажем, современные преступления. И в наших законах много чего не прописано, все, что происходит в электронной сфере. И, насколько мне известно, Генеральная прокуратура инициировала ряд поправок, законопроекта о клевете в эфире, там все такое. Ну да, я, кстати, тоже ознакомилась с этим законопроектом. В первом чтении парламент уже принял. Это речь идет о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, и о клевете, именно дополнение к разделу «Клевета». И там не только намечаются, ну если, конечно, в окончательном варианте примут этот документ, значительное увеличение штрафа, но еще ответственность может быть более суровая. Это лишение свободы на год, на 2 и даже до 3 лет. До эфира я, кстати, позвонила в городскую прокуратуру, все-таки поинтересовалась тем, как продвигается вот это дело, связанное с анонимами. Фамилии этих женщин мы знаем, но я сейчас не буду озвучивать, потому что мы не знаем в конечном итоге, материалы дела будут переданы в суд или не будут. Ну, когда будет решение суда, тогда все услышат эти имена. Экспертизы очень важные там нужны, которые невозможно сделать у нас в Абхазии. И вот ждут, когда российские коллеги исполнят эту работу, и потом уже будет видно, чем это дело с анонимами закончится. Да. Я права? Ну, согласен с вами полностью, вы в полной мере правы. И скажу, хотел бы добавить одно, что это не только в этой деятельности у нас есть пробелы в законодательстве, а во многих других тоже направлениях. Нам очень много сегодня законов надо принимать, нужно много поправок принимать, потому что в условиях современности много чего меняется. То есть старые, как говорится, законы, они уже сегодня не работают.
У меня вопрос такой, он касается ложной информационной пропаганды, которая вот на территории Абхазии зачастую некоторые люди вот записывают видео на фоне каких-либо красивых мест в Абхазии. Иногда ими оказываются даже граждане Грузии. Ну, вот я вчера тоже видела такие материалы. Да, граждане Грузии ими оказываются, и вот они говорят, что это все грузинское, и вообще отрицают существование нашего народа на этих видео. И таких видео буквально несколько или даже больше я уже видела. Вот какая борьба с этими людьми ведется? Да не только граждане Грузии этим занимаются. Это и граждане, прибывающие с территории Российской Федерации сюда с целью отдыха, и многие другие. По данному делу, в основе своей, скажу вам так, что данное видео можно увидеть после того, как человек уже убыл с территории Республики Абхазия. Мы пытаемся установить уже, кто был, что был, и, соответственно, в дальнейшем въезд будет закрыт. Но если по факту мы задерживаем этого человека на территории республики, у нас, к сожалению, уголовное преследование в отношении него или какого-то другого административного... Спрашивать надо с тех, кто их приглашает в гости, кстати говоря, и с ними разгуливает здесь, в Абхазии. Вот с них надо спрашивать. То есть, позвольте, это единственное, это, как говорится, административное выдворение их за пределы Республики Абхазия. И в дальнейшем, как говорится, мы их просто ставим в черный список, который больше не позволит им приехать на территорию Республики Абхазия. Как вы знаете, у нас, в принципе, границы открыты для посещения иностранных граждан, в основном со территории Российской Федерации. Сюда люди могут приезжать без проблем, как бы, и делать все, что угодно. Это есть такая тема, ну, соответственно, мы с ней пытаемся бороться. И скажу вам следующее, мы ни в коем мере, вот особенно даже в летний сезон, у нас ориентир идет на лиц грузинской национальности, граждан Грузии, которые прибывают на территорию Абхазии. Мы их пытаемся выявлять и выдворяем. Вот ряд случаев за последние дни у нас тоже были. То есть, как бы, да, с целью заработка люди приезжают многие сюда нелегальным путем. Кто-то... Ну, скорее всего, такие люди, вы считаете, что через абхазо-российскую границу попадают в Абхазию, да? Конечно. Ну, я с абхазо-российской, а через абхазо-грузинскую границу возможно проникновение сюда? сюда? Ну, возможно, как? Только официальным путем. Если человек сюда заедет, конечно же, официальным путем это при получении визы, соответствующие какие-то определенные обстоятельства должны быть для того, чтобы... Скажите, вот какие ограничения виза на, вот скажем, кто-то из Грузии решил сюда приехать к своим родственникам или отсюда туда решил поехать и ездят по разным поводам. На какой срок дается разрешение? Скажу вам так, начнем с тех, кто выезжает на территорию Грузии. Это в основе своей наши граждане. Они обращаются в службу с заявлением, с указанием причины выезда, соответственно, это все рассматривается, изучается люди, и после этого дается им разрешение на выезд. В основе своей мы стараемся, за исключением отдельных каких-то таких случаев, у нас только лишь по болезни. Мы даем людям, то есть, как бы, с учетом того, что есть такие определенные медицинские, наверное, услуги, которые здесь... Не, но по болезни да. понятно. А вот выезжают к родственникам, говорят, там остаются подолгу. Чуть ли не снимают квартиры, не живут там. Вот скажите, вот эта информация, знаете, насколько соответствует действительности? Если, допустим, человек какие-то методы применил ухищрения, обманул всех нас, предоставил ложные справки о том, что он болеет и поехал туда отдыхать, это другой вопрос. Ну, как бы мы пытаемся все это углубиться, изучить, но то, что вы понимали, это немало граждан выезжает туда, на территорию Грузии. Это в основе своей вот эта восточная часть, бывшая в пределах старых границ Гальского района. Это многие люди туда ездят, вы знаете. Ну и наши граждане ездят в республике. Конкретно, чтобы кто-то поехал туда лечить, как говорится, отдыхать к родственникам, просто как бы провести там время, ну, такое мы пытаемся исключить в категорической форме. Привозят, завозят, увозят, все время там что-то происходит. Но если мы даже закрываем знаете, глаза, как это происходит? Я вам, знаете, как скажу, вот то, что говорите о бизнесе, торговле и все остальное, у нас на официальном уровне никакой бизнеса, никакой торговли с Грузией нет. У нас такого разрешения нет. Это все, возможно, какие-то определенные отдельные контрабандные каналы, с которым также ведется борьба. То есть, как бы, а так, чтобы торговля была у нас в Грузии, кто-то возил, ехал и возил товары, с этой целью мы точно граждан туда не отпускаем.
А как завозятся тогда, вот товары завозятся сюда из Грузии, как они проникают? Но это же имеет место быть. Зачем нам отрицать? Да, у нас нет никаких официальных отношений с Грузией, понятно. Но на уровне отдельных людей, граждан рядовых это же происходит. А у нас разрешено там определенное количество груза везти человеку, там, допустим, я не помню, порядка 20 килограмм, что он может привозить. И в этом, возвращаясь обратно, он может много чего привезти. Наверное, скорее всего, так происходит. Это как-то потом систематизируется. Я вам говорю же обратно, что для жителей Гальского района в пределах старых границ разрешен переход по определенным документам, в том числе и вид на жительство. Им позволяет переходить государственную границу. Они достаточно интенсивно туда и сюда и пересекают. В период пандемии, конечно, это были введены серьезные ограничения, но эти ограничения в настоящее время сняты. Много слухов о том, что, опять же, я говорю слухи, потому что подтвержденная информация, но у меня нет. Говорят, что якобы, опять же говорю, якобы наши граждане приобретают грузинское гражданство. И что если раньше лечили наших граждан и никто не пытался им всучить грузинское гражданство, грузинские паспорта, что ситуация теперь якобы поменялась, и что нашим гражданам подсовывают документы, имитирующие получение грузинского гражданства. Вот как бы там сказали, что это раньше не было такого, сейчас вот якобы это все началось, это все неправда. А правда заключается в том, что если говорить о бесплатном, и согласно поговорке бесплатный сыр только может быть в мышеловке, скорее всего, наши многие граждане в эту мышеловку попадаются. И достаточно активно попадаются. Да, конечно, люди сегодня переходят на территорию Грузии с целью определенного лечения, но бесплатное лечение, очень дорогостоящее, оно не может быть такого, не бывает. Оно чего-то будет стоить. Будет стоить именно того, что они получают гражданство. Есть такое, что им предлагают альтернативу. То есть или платишь и получаешь лечение, либо ты не платишь, но получаешь гражданство, и при этом ты получаешь бесплатное лечение. Скажу вам так, у нас имеются практически все сведения на граждан Грузии, которые паспортизированы. Многие даже об этом, может, даже и не знают. Но граждан Абхазии. Граждане Абхазии, да, которые являются уже гражданами Грузии. У нас, в принципе, все сведения. Они даже могут не знать об этом? Ну, в некоторой степени, наверное, да. Бывали у нас случаи, когда люди в категорической форме отрицали, но они подписывали документы, тем самым автоматически стали гражданами Грузии. Они сегодня состоят в списках граждан Грузии на территории грузинского государства. То есть такое понятие, и у нас мы для того, чтобы перепроверить эти сведения, да, вот мы множество мероприятий проводили и действительно подтверждали, что да, люди даже, которые говорят о том, что ни в коем случае мы не делали ничего такого, у нас по факту подтверждают, что да, они имеют гражданство. И кредиты берут потом еще. Это другая история. Это другая история. Вот вы понимаете, сегодня я хочу, чтобы Гарик на самом деле задал вопрос про кредиты. Для меня это что-то новое. Кредиты они где берут? Наши граждане в Грузии берут кредиты. И не возвращают. Если вы мне позволите, я вам отвечу. В Грузии действуют различные программы. Для того, чтобы вовлечь Республику Абхазия в Грузию обратно, втянуть ее обратно в экономическом плане, в социальном, многом другом, Западом делается большая работа. Посмотрите, что происходит у нас. Многие прозападные неправительственные организации какую работу здесь ведут на территории Республики Абхазия и многое-многое другое. Они не жалеют денег. Не жалеют денег для того, чтобы вовлечь наших граждан. Да, вот именно абхазцев по национальности вовлечь именно в гражданство. Есть такая программа, кстати, кредитования. Да, получаешь гражданство Республики Грузия, после этого идешь в банк, тебе дают деньги. Ну, все прекрасно понимают, что человек этот получил паспорт, получил деньги, уехал в Абхазию, больше никогда не вернется в Грузию. Это все прекрасно понимают, но это допустимо. И под эту программу очень много, чтобы вы понимали, людей в свое время, вот, да, вот мы
фиксировали. Но они же не такие глупые люди. Ты приехал, взял кредит, уехал, и наплевать, больше вы меня не увидите. Подождите, я о чем говорю? Потом другая будет программа, еще захотите. Дальше что? Вот они не глупые люди, в том-то и дело. Все прекрасно понимают, куда эти деньги идут. Это все деньги, те именно направлены на эту программу. Это расходы на вовлечение нас в различные сферы, в том числе и вовлечение в получение гражданства Республики Грузия. Вы понимаете, если завтра, допустим, наступит такой момент, когда Грузия на какой-то мировой площадке заявит, что с 1993 года по настоящее время из числа граждан Республики Абхазия у нас имеется такое-то количество людей, добровольно принявших гражданство Республики Грузия. Я думаю, не совсем мы в хорошем свете будем выглядеть. То есть понятно, различные причины на то имеются, понятно, что есть угроза жизни, здоровья граждан, но продавать свой интерес, приобретать гражданство вражеского государства, наверное, было бы не совсем правильно со стороны наших граждан. И когда потом они с нами пытаются спорить, что они это не имеют, и никакого отношения к Грузии не имеют никогда, но когда я говорю, что ты выезжал в таком-то Вы году. вызываете этих людей, когда у вас информация появляется, кто взял, поехал, взял кредит, еще на эти кредиты Конечно, что-то с ними делает? работа ведется. Да? Конечно, постоянно ведется работа. Мы же должны же имеющуюся информацию, там и сведения, мы должны ее подтвердить и все остальное. Скажите, пожалуйста, вот те люди, которые, допустим, по каким-то показателям или медицинским уехали на территорию Грузии на какой-то определенный срок, на какое-то определенное время, они случается так, что не возвращаются, остаются там жить. Вот какая-то дальше проверка по этому поводу проводится или... Подождите, какие такие случаи, где люди выехали туда и остались там жить? Наследство получили. Ну, знаете, как это может быть какой-то отдельный случай. Вот у нас есть очень интересный такой деятель, который выехал туда и по заказу, скажу, я не побоюсь этого слова, по, так скажем, указанию официальных служб Грузии, занимается вовлечением в наших молодых граждан. Это Даур Буава, да? Даур Буава в том числе. Это первый, наверное, вот после войны, за послевоенное время человек, который обвиняется теперь уже официально, правда же, обвиняется в государственной измене. Мы обязаны это сделать, потому что все признаки, которые сегодня проявляются, это являются... Вы можете о нем рассказать? Вот очень интересно. Молодежь его знает по ТикТоку, но пусть страна знает, с кем мы имеем дело. Вообще хочу знать, какова его биография. Он вообще вырос в Абхазии. Он на самом деле абхаз. Для меня это важно, абхаз не абхаз в этом смысле, потому что здесь вот совершить такое предательство, для нас это всех, по-моему, для нас это огромный стресс. Кто этот человек вообще? Откуда он взялся? Ну, во-первых, он уроженец и житель города Ткорчал, знаете прекрасно, и, соответственно, вот, некоторое время назад выехал на территорию Грузии, где начал заниматься именно такой, как говорится, шоу-деятельностью, привлечением наших молодых ребят. И как вы видели, там уже ряд семей даже переехало. Вот буквально сегодня появилось в ТикТоке очередной такой видеоролик, вот, где выступает наш гражданин Гамисонин, такой Руслан. В отношении него это отдельная история, так скажем. Сейчас мы буквально поставлена задача. Пусть наши зрители узнают, кто такой этот новый беглец, который перебежчик Руслан Гамисонин. Ну, я вам сейчас кто объясню, он такой? если вы мне позволите, Давайте. конечно же. Буквально на первом этапе его изучения мы столкнулись с тем, что человек ранее уголовно преследуем за совсем недостойные статьи. Статей достойных не бывает, но это совсем. За изнасилование, убийство. Он сидел за изнасилование, отсидел, да? Отбывал наказание. Сегодня выехал на территорию Грузии и говорит о том, что в Абхазии все плохо. Вот, то есть такого рода люди у нас сегодня пытаются говорить и нашей молодежи внушать, что в Грузии хорошо, а в Абхазии все плохо. Что касается самого Даура Буава, этот человек ранее также состоял в розыске на территории Российской Федерации относительно, как говорится, незаконного оборота наркотических средств. Каждый вечер, вот я наблюдаю его эфиры, каждый вечер в социальных сетях, в частности в ТикТоку, он выходит в эфиры, ему звонит наша молодежь и
дети ему даже звонят, вот по голосу слышно, девочка, мальчик, лет 10, 11, они у него спрашивают, а как там? И он начинает им рассказывать, вот как там хорошо и так далее. Конечно, он здесь был никем, а там его сделали национальным героем. И у этих детей, это подрастающее поколение, у них сразу, вот значит, и вот так можно стать и знаменитым, успешным. У них еще психика не сформирована, у этих маленьких детей 14-15 лет, которых в социальных сетях сидят. И они думают, что вот так просто можно чего-то добиться. Но они не понимают, какая вообще на самом деле ситуация. Звонят ему еще постарше тоже люди и общаются с ним довольно вежливо, кто-то невежливо, но он обходит все острые углы, которые могут быть, когда ему задают острые вопросы, потому что он знает, если что-то он не так или неправильно ответит, то он сразу там же... Да, ему, видимо, придется с кем-то разговаривать и так далее. Какая борьба вообще в этом направлении ведется? Как он ведет беседу с нашей молодежью, что таится за этой беседой, каков характер общения. Это говорит о чем? Это то, что этот человек является проектом специальных служб Республики Грузия. Это спецслужбы, им руководят. На самом деле, наверное, не зря у нас возбуждено в службе уголовное дело с окраской государственной измены. Он является гражданином Республики Абхазия. Он совершил государственную измену, он перешел на сторону врага. И сегодня он пропагандирует идеологию нашего противника, понимаете? Основного, так скажем, нашего врага. Он идеологию его пропагандирует. Пропагандирует его в нашей молодежи. Что мы видим сегодня? Что, вот как вы говорите, уже ряд представителей нашей молодежи приехали к нему. Буквально вот сегодняшний случай, так скажем, да, который мы уже видим. Да, этот человек, его характеристику, которую в Гамисоне, о нем можно говорить многое. Это не тот человек, который является цветом нашей нации, либо, как говорится, определенным правильным человеком. Ну, таких людей мы можем ему даже подарить, насильников, убийц и все остальное, пожалуйста, может он с собой забирать. Ну, как они разговаривают, вы посмотрите, как они от лица молодежи республики выступают. Это все, чтобы вы понимали, идеологическая работа спецслужб Грузии, направлена в вовлечение наших граждан. Я хотел бы, чтобы сознательно наши граждане понимали суть по-другому, что все то, что там красивой обертки находится, это еще не значит, что он там может быть вкусным. Ну, понимали? Оно все другое. И этот парень, поверьте мне, и все те, кто сегодня идут к нему туда, они будут рассматриваться в рамках именно этого уголовного дела. То же самое Гамисоне сегодня уже он рассматривается в рамках этого уголовного дела как соучастник этого преступления. И все те, кто будут переезжать туда к нему и будут выступать в эфире, будут рассматриваться нами как соучастники государственной измены. Имейте в виду. То есть, как бы я хотел бы обратиться к тем, кто планирует, либо пытается с ним поддерживать контакт. Пусть, наверное, этот проект надо потихоньку прекращать. Честно говоря, я хотела побольше информации, но вы мне не помогли с этой информацией. Ну, я вам, знаете, скажу, парень молодой, он еще не успел, наверное, как говорится, раскрыться и я связывалась себя. с его родственниками в городе Ткорчал, которые. Но вы сказали, что он уроженец города Ткорчал, житель. Жителем города Ткорчал я бы его не назвала, и все это очень важно. Насколько мне удалось узнать, в этой семье абхазского воспитания никогда не было. Он родился после войны. Его мама, насколько я знаю, вывезла его в Россию. В основном он вырос в России. Он приезжал в Абхазию на практически человек, который не заканчивал нашу школу, который не говорит, наверное, вообще на нашем языке. Человек, который практически не знает своего отца, потому что отец рано, насколько я понимаю, умер или погиб. Он вырос в России, у него нет образа Родины, он не знает, что такое Родина. У нас здесь еще слезы наших матерей не высохли, мы из месяца в месяц чем занимаемся? Плачем, ходим к памятникам, к могилам и так далее. Этот пацан ничего такого в своей жизни не видел. Интересно, у него, наверное, не только абхазское гражданство, наверное, и российское гражданство тоже. Конечно. Коль так долго он проживал на территории России. Поэтому как он попал туда? Он через территорию Абхазии туда попал?
Скорее всего, не через Абхазию туда попал. Кто его завербовал? И прекрасно видно, как его ведут. Правда же? Конечно, его ведут. Вы, в принципе, вполне обширно рассказали его историю. Мне тяжело будет что-то добавить, потому что, наверное, так, как вы выразились, у меня не получилось бы выразиться. Это, на самом деле, человек без рода, без племени, без гражданства и любви Вам, к своей наверное, родине. нельзя так говорить. Почему я вам скажу? Потому что... Меня председателем СГБ никогда не сделали. Вы можете так понимаете? говорить, но потому что сегодня человек позиционирует себя, по крайней мере, для общества, для людей, которые смотрят, что он вот чуть ли не представитель, яркий такой представитель молодежи Республики Абхазия, который сделал, наверное, правильный выбор. Так он считает. Но я хотел бы обратно сказать, что так мы не должны считать. Мы должны считать так, как есть. Человек, если тем более на территории Абхазии был с какими-то такими определенными периодами, наскоками приезжал и уезжал, и сегодня позиционировать себя так нельзя. И во-вторых, то, что я обратно говорю, что по руководству спецслужб Грузии занимается этой работой. Мы это уже определили. И по составу признаков преступления в отношении него возбуждено уголовное дело. Еще раз повторяю, все те, кто будут выезжать к нему туда и присоединяться к нему, они будут автоматически состоять в этом уголовном деле. Так, под такой же окраской. Ну вот что делают многочисленные организации, которые здесь работают, например, какой у них интерес? Они вот так за нас переживают. Какие-то иностранные представительства, вы имеете в виду, это, да, наверное. Ну, скажу вам так, если брать в целом за основу отношения тех государств, которых они представляют, в адрес Абхазии, так сказать, да, наверное, можно понять, насколько дружественное их отношение может быть. Потому что, ну, понимаете, когда выделяются большие средства, наверное, под какие-то проекты интересны, наверное, тому государству, которое это выделяет. Или тем личностям, которые непосредственно участвуют в этих проектах. Есть определенные иностранные, финансируемые иностранными, как говорится, да, вот, отдельными странами, неправительственные организации и все остальное, которые занимаются, вам скажу, так скажем, не совсем тем, что они заявили. В том числе источники финансирования их, куда эти деньги направляются. Все это для нас очень интересно. И, как известно, у нас сейчас, в принципе, на завершающей стадии законопроект о неправительственных организациях, некоммерческих организациях на территории Республики Абхазия. И там, в принципе, все прописано. То есть, как они должны действовать на территории Республики Абхазия. И, соответственно, То есть мы хотели... международные неправительственные организации вы имеете в виду? Да. И вот непосредственно много чего, то, что будет регламентировать их деятельность на территории Республики Абхазия. Мы хотели бы, чтобы этот законопроект он был принят, для того, чтобы мы имели возможность, в принципе, с ними работать в законном порядке. Мы можем многие признаки видеть, понимаете, но огульно подходить к этому и решать вопросы с ними вне закона никто бы не хотел. Ну, да. То есть потому мы хотим принять этот закон, он, я считаю, очень нам необходим. Что известно о семейной паре Хаджимба? Их завербовали, вот их показывали как раз-таки, с ними работал Даур Буава, они там, им предоставили квартиру. Это на самом деле предоставили квартиру? Кто они такие? Что это за семья? Не, есть такой, на самом деле, есть такой гражданин Хаджимба, который, сейчас семьей назвать того человека, кто с ним туда уехал, наверное, невозможно. Там отдельная история, которую я не хотела бы озвучивать в эфире, но на самом деле молодой парень, который прибыл на территорию Грузии, был вовлечен в эту деятельность, соответственно, и сегодня ему там дали квартиру, и все, он там живет. Вот любое такое проявление для них полезно. Они же как бы, это все эфир, это все пиар, это все вовлечение нас в их среду. Хоть один человек, два человека. Вы же помните, некоторое время назад там были целые фильмы сняты по переселенцам туда, в том числе абхазов по национальности. Идет системное вовлечение, как говорится, нас в Грузию. И как вот все вот эти проявления, они являются признаками этому. И, соответственно, это не обязательно, что один там, или два, или три человека. Разницы в этом никакой нет. Главное факт то, что этот процесс идет.
Для чего некоторые международные организации, почему я говорю некоторые, я не хочу сейчас всех обобщать и в один котел скидывать, ни в коем случае я не имею такого права и говорить так, но это главный мост. Это главный мост, как говорится, через который все это может делаться. Понимаете, откуда узнает гражданин Хаджимба, который живет в Варчах, что и есть такая программа, что нужно туда поехать. Скорее всего, с ним проводилась определенная работа. Что, скорее всего, туда его вовлекли каким-то образом, понимаете? Да, к сожалению, не подтвердить, не отвергнуть не когда можем. определенная программа у нас разрабатывается, социальные опросы ведутся и многое другое. Для чего проводится социальный опрос? Для того, чтобы общее мнение населения выявить. Также для того, чтобы уже дальше выстраивать линию поведения в отношении наших граждан. И многое другое. Это системный подход. Но мы же, к сожалению, к большому, великому сожалению, мы ведемся на эти вещи. Я понимаю, что осталась такая категория людей, которым нужна помощь. Но в то же время эта помощь должна, наверное, оказаться централизована с других направлений. Мы должны изучить эти все организации. И вредоносные из них, наверное, мы должны исключить с территории Республики Абхазия. Оставить именно те, которые будут нам полезны. У нас, чтобы вы понимали, по линии здравоохранения очень большая помощь идет от этих международных организаций. Мы ни в коем случае не можем тоже от нее отказываться. И мы, наоборот, благодарны многим о том, что это все делается. Но обратно же мы знаем, с кем и через кого мы работаем. Мы исключаем полностью всевозможные, как говорится, чтобы вы понимали, множество было обращений отдельных граждан, которые пытались в период ковида помочь якобы нашему Минздраву. Пытались через Грузию завести сюда товары различного, как говорится, медицинского назначения. И мы понимали, когда изучали, откуда это идет. Это в том числе правительство в изгнании, так скажем, автономной республики Абхазия в Грузии, так скажем. Да, вот они там пытались завозить, другие пытались, когда, но от них мы помощи не принимаем. Девушка тоже вот рассказывала тоже о том, что она приехала в Грузию на неопределенный срок, были кое-какие проблемы, и ее попросили, вот как мы тебе помогли, давай запишем ролик. Они ее попросили, на что она им отказала. Она сказала, что я такой ролик записывать не буду. Далее начались грубости, словесные перепалки. В общем, она оттуда уехала. Наши граждане, многие достойнейшим образом себя ведут и на такие вещи, чтобы вы понимали, такой как Буава и те, которые ему подобные, которые сегодня пытаются там вот показать, что в Грузии все хорошо, и молодежь, езжайте сюда, и мы должны быть миру мир, и мы живем замечательно, так могут и каждого привлечь, если мы так к этому шли бы, но наши сознательные граждане такие вещи не ведутся. Я, чтобы вы понимали, в том числе, если вопрос о гражданстве идет, многие отказывались, в категорической форме отказывались, и такие факты мы знаем. И приходили и рассказывали, как это было. А многие, которые это делали, чтобы вы понимали, они не приходили, не рассказывали, и многие не рассказывают. И наотрез говорят о том, что этого нет. Ну, слушайте, у меня есть официальные сведения, что они являются гражданами Грузии. Все, у нас судебные тяжбы по этим вопросам идут. Удивительно, у нас они претензии к гальцам, а тут совсем под боком получается, конечно, что некоторые наши люди тоже грузинским гражданством имеются такие, и чтобы вы понимали, даже не с такой целью. Даже были факты, когда люди с целью выезда в Европу и в другие, как говорится, так скажем, регионы приобретали гражданство Грузии. Такие тоже моменты имеются. Наверное, все, кто будут сегодня смотреть этот эфир, они многие за себя, наверное, могут... Себя узнают. Да, себя узнают. О себе услышат, да. И я вот недавно узнала, что одна моя однофамилица в Грузии осуждена на 7 лет. Ее обвинили уже, осудили даже в каких-то незаконных земельных сделках на территории Грузии. Конечно, мы понимаем, что здесь никакие земельные сделки незаконные на территории Грузии она не могла сделать. Я вообще не знаю эту женщину, но к нам вот обращались, чтобы мы тоже вот вообще попробовали расследовать в меру наших возможностей этот вопрос и так далее. И насколько я знаю, есть разговор о том, что ее специально задержали, осудили. Она тоже туда-сюда моталась. Вот люди, которые туда-сюда вот бегают, тоже должны понять, что да, есть острая необходимость из-за здоровья, решил проблему, остановись. Некоторые не могут остановиться, они начинают заниматься другими проблемами. И вот она осуждена на 7 лет. На 7 лет, насколько я знаю, был осужден Бебуа, да, который сжег абхазский флаг, да, сидит за это преступление. Якобы хотят
ее или его обменять на эту женщину, которую задержали якобы специально. У вас есть какая-либо информация, подтверждающая это? Ну, я вам скажу так, вот на самом деле, по какой статье сидит гражданка Агарба на территории Республики Грузия, я не имею возможности знать официально, потому что у нас с грузинской стороной, так скажем, да, нету никаких официальных отношений. Мы не запросить и получить какую-то информацию в отношении граждан, задерживаемых на территории Республики Грузия, не имеем. И с учетом этого мы руководствуемся только словами родственников, которые к нам обращались. Были обращения со стороны близких родственников данной гражданки, и именно как-то странно, вот, помогите вытащить нашу сестру. Там, ну хорошо, а как мы можем помочь? Вот отпустите Бебу, и они готовы отпустить как бы Агарба. Ну хорошо, а с чего вы взяли это, что так? Ну вот грузины им так сказали. То есть нас это может только наталкивать на мысль, что возможно, то, что вы говорите, данное мероприятие было ими осуществлено для того, чтобы вытащить национального героя Грузии, так сказать, сожжевшего абхазский флаг гражданина Бебу. Но я ни в коей мере не собираюсь такой торговлей заниматься. Я с таким обменом заниматься не буду. Понимаете, не буду заниматься. И как бы ни обращались родственники, у нас нет официальных отношений с Грузией. И есть определенные площадки, мы им объяснили, что есть Женевские переговоры, где можно данный вопрос поднять с официальными властями Грузии, обсуждать этот вопрос. Какой будет результат, я не знаю, но руководствоваться мнением родственников, наверное, было бы не совсем правильно. Скажу вам еще дополнительно, что буквально на прошлой неделе ко мне поступило заявление от сестры Агарба, то есть уже требования поменялись. Ага. Да, то есть, если они требовали до этого Бебу, а сейчас они требуют недавно задержанную нами гражданку Каталадзе. Которая обвиняется в шпионаже. Которая обвиняется в шпионаже. То есть, как бы, соответственно, да, Каталадзе Кристина, которая была задержана на территории городского района, занималась, как говорится, шпионской деятельностью. И вот теперь идет обмен на нее. То есть, если я так подозреваю, что завтра мы очередного задержим какого-нибудь более существенного ихнего деятеля, так скажем, наверное, обратно поменяются требования. Часто мы снимаем репортажи, касающиеся вообще грузино-абхазского конфликта, касающиеся истории Абхазии. Наша страница вообще абхазского телевидения, вот, допустим, в Фейсбуке, она очень часто блокируется. Потом была заблокирована и моя страница тоже за вот несколько репортажей подряд. Вот они были связаны, там, какие-то исторические события, допустим, мы рассказываем. С этим какая-то борьба ведется. Я вам скажу так, вот, если вы мне задали вопрос, это их вы о каких ресурсах говорите? Facebook и все остальное, так же? Ну, социальные сети. Да, социальные сети, иностранные социальные сети. То есть, как вы хотели, если вы в иностранных социальных сетях размещаете информацию, не интересующуюся их, так скажем, да, то есть, которую они не хотели бы видеть, вы их блокируете. Потому что ресурсы и их управление находятся на той территории, в отношении которых вы говорите. То есть они, конечно, будут блокировать. Надо создавать свои, наверное, определенные ресурсы и на них размещать информацию. А кто хочет, оттуда, наверное, будет черпать ее. И, соответственно, как говорится, с этим мы уже сможем бороться. Кстати, нас в Ютубе опять заблокировали, по-моему, на 1 неделю. Часто нас блокируют. В общем-то, у нас очень много подписчиков грузин, и очень много подписчиков среди украинцев тоже. В последнее время они так активно подписываются на нас. И идет такое наступление, ну такая война против нашего сайта. Ну, у вас своя работа, наверное, да, интересная. Да. Ну вот наши люди ездят, лечатся, там их лечат. С их стороны бывает, вот я слышу, мне говорил человек, сейчас вот одноклассница там училась здесь, после войны она здесь никогда не была, вот просит меня, умоляет, чтобы я дала, как это делается, чтобы дали разрешение въехать, это то есть через кого-то, да, вот это, то есть кто-то за нее попросит, приглашение, да, делает или такое у нас не принято? Я вам скажу так, вот такой, именно в такой форме, как вот вы говорите, что одноклассница хочет приехать в Абхазию,
как-то увидеть место, где она родилась, посмотреть там и все остальное. Мы стараемся эти вопросы исключать полностью. Я считаю, что это неправильно будет с нашей стороны, если мы будем всем позволять, кому интересно побывать в Абхазии, из Грузии заезжать сюда. Есть определенные отдельные причины, по которым мы даем разрешение. То есть это когда смерть близких родственников, много-много такого, знаете, именно на что можно закрыть глаза. Но это в исключительнейших случаях. Вот единственное, я вам скажу, что вот у нас сегодня в условиях закрытия границ есть такая необходимость, что именно наши представители, проживающие на территории иностранных государств, прибывают через территорию Грузии, потому что они не могут попасть на территорию России, соответственно, мы им даем разрешение, чтобы они прибывали через территорию Грузии, просто потому что наши молодые даже ребята, вот был даже случай, чтобы вы понимали, да, это временная и вынужденная да, вот дети учатся за рубежом, там, и вот хотят приехать домой, и невозможно приехать через Россию, потому что санкционные, как говорится, меры, которые введены между Россией и теми государствами, не позволяют этим гражданам передвигаться. И мы даем возможность отсюда ездить. Со стороны службы делается все необходимое для защиты наших граждан от любого вмешательства, в том числе и внешнего, и внутреннего. И скажу вам так, что да, конечно, сегодня очень много необходимо работать, очень много нового, чего нужно вводить, очень много чего заключается в определенном обеспечении там, финансовом и другом. Но хотел бы отметить, чтобы все понимали, да, основную роль и, как говорится, да, вот в развитии нашей службы играет, конечно же, это наше взаимодействие с нашими основными партнерами. То есть Федеральная служба безопасности, которая нам оказывает существенную помощь во многих направлениях, в том числе и практическом и в другом. Сегодня в вузах Российской Федерации именно профильных направлениях, да, вот обучается большое количество наших молодых ребят, которые по окончанию прибывают, приступают к служебной деятельности своей, и, скажу вам так, достаточно профессиональные кадры готовятся. Интенсивное общение, которое идет уже многие-многие годы, идет интенсивное общение, все равно, да, через реку Ингур идет интенсивное общение, абсолютно никого не обвиняю, я понимаю многие обстоятельства, которые вынуждают, наверное, допускать в какой-то мере эту ситуацию, но учитывая, что активизировалась деятельность грузинских спецслужб, ориентированных на Абхазию, мне кажется, что за все вот эти 30 лет информационная и всякая борьба или война с нами не была такой агрессивной и активной, как сейчас. Сейчас она очень активная, поэтому я думаю, что и вам тяжело приходится. Я бы хотел ответить на это так коротко, именно относительно активности со стороны специальных служб Грузии в отношении Абхазии. Мы понимаем же, конечно, что в свете тех событий, которые происходят, да, вот сейчас в мире, Абхазия является очень интересным регионом, так сказать, да. Сегодня то, что иностранное сообщество, весь Запад пытается Грузию подвинуть к тому, чтобы она поддержала Украину, то есть открыла второй фронт, такие вещи есть. И для того, чтобы быть готовым к этому, наверное, спецслужбы должны проводить соответствующую разведывательную работу. И мы так понимаем, что на фоне всего этого, возможно, и есть активизация специальных служб. Вы понимали, меняя режим на границе и все остальное, это невозможно будет установить. Это нужно точечно работать. Ну, в этом направлении у нас есть достаточно опыта. У зрителя, по крайней мере, была, наверное, возможность очень важные, интересные вещи узнать именно из уст председателя службы государственной безопасности республики. Это важнейшая абсолютно служба. Люди, я думаю, это понимают, но свое какое-то заключение я все же сделаю, и мне кажется, что все-таки в какой-то мере надо завинчивать гайки по поводу режима на границе. В какой-то мере, еще раз говорю, понимаю всякие обстоятельства,
которые заставляют нас иногда делать не так, как бы нам хотелось бы. Понятно, в каком положении мы находимся, но тем не менее передвижение по нашей границе, я имею в виду вот абхазо-грузинскую границу по реке Ингур, оно должно быть, насколько возможно, минимальным, насколько возможным обоснованным. Фильтрация должна быть просто строжайшей, потому что вот как снежный ком может разрастаться деятельность определенных служб и организаций в Грузии, которым противостоять будет очень тяжело. И надо понимать, что Абхазия – это не проходной двор, это страна, поэтому порядок на границе должен быть настоящий порядок, который соответствует ситуации, который соответствует реальности. И что касается некоторых предателей, которые перебежали на сторону Грузии, возможно, таковые еще будут, я хочу сказать, собственно говоря, даже не своими словами. Многие из вас знают, наверное, писатель нам очень интересный, Борис Акунин. Есть такой, и, кстати, он по происхождению грузин. Это его псевдоним, но он писатель хороший. И он как-то говорил, что на свете много мерзостей, а вот предательство худшее из них. И вот эти слова хочу адресовать тем, кто даже может подумать о том, чтобы предать свою родину. Предают родину те, у которого образа этой родины нет. Спасибо вам большое, спасибо за эфир. Это была Аргама. До свидания. Спасибо вам.